Сбор участников всероссийского проекта «Студенты ГТО» начинается на улице Интернациональная. С раннего утра здесь собрались сотни молодых людей, которые планируют принять участие в предстоящем марафоне и проверить свою силу и выносливость. В городе Грозном мы реализуем популяризацию посредством проведения всероссийского кросса и в тестовом режиме будем сдавать нормативы ГТО по некоторым испытаниям. Желающие проверить свою готовность к труду и обороне прибыли в Грозный из Владимира, Барнаула, Томска, Москвы, а также всех республик Северного Кавказа. Студенты, желающие принять участие в 3-километровом кроссе по столице Чечни, прошли регистрацию и ожидают старта. Сейчас готовимся на 3 километра бегать. Конечно, все думаем, что осилим. Всем желаю удачи. И, конечно же, будем рваться к победе. Всю дорогу участников кросса будет сопровождать кареты скорой помощи. В такую жаркую погоду нагрузку может выдержать не каждый спортсмен. И вот сигнал дан. Более 500 бегунов устремляются вперед. Финишировать участники должны у центральных ворот стадиона имени Султана Белимханова. Здесь их ждут волонтеры из Чеченского госуниверситета. Первым со временем 10 минут и 3 секунды финишировал Амир Нальгиев. Он прибыл в республику из братской Ингушетии. Сегодня позвонила мне тренер, сказала, что забег. Вот я приехал, поучаствовал, победил по воле Аллаха. Спортсмены, занявшие призовые места, здесь же получили кубки и призы. Также всем участникам марафона выдали сертификаты, подтверждающие участие в проекте. Но на этом путь активистов не закончился. Все добровольцы направились в Грозненское Суворовское училище. Здесь, на свежем воздухе, они смогли сдать нормативы ГТО. В современный комплекс ГТО входят физические упражнения разной сложности. Структуру содержит 11 уровней. Первые 5 рассчитаны на школьников, 6-й на молодежь от 18 до 29 лет. Последующие уровни сложности оценивают физподготовку взрослых людей. Сегодня организаторы решили выбрать самые простые, не требующие специальной подготовки задания. Жестких рамок студентам не ставили, поэтому все упражнения выполнялись по мере сил. Впрочем, не готовых к труду и обороне среди участников сегодняшнего сбора не оказалось. Результаты за прыжки в длину, 100-метровку и подтягивания на турнике участникам также вписали выданные сертификаты. После дневной нагрузки ребят ждал сюрприз, праздничный концерт и торжественный ужин. Аслан Альбукаев, Мурат Альбукаев, Ибрагим Налаев. Новости.